Говорят, бесснежные зимы к лихолетию, но здесь, на голых полях Урус-Мартановского района, ввиду черного Аргунского хребта, эта примета кажется нелепой. Что еще такого должен вынести этот народ, чтобы его стали пугать теплые зимы? Село Яхичу кажется пустым, замерзшим, испуганным. Огромное, ровное, как стол поле, перед ним дышит жизнью. Здесь, в Ехах и соседнем Рашничу, живут последние свидетели Хайбаха. Но Абу-Хаджи Батукаев самый главный, потому что он первый, кто заговорил. Прошло 60 лет, и эти последние свидетели вновь молчат. Кто-то отказывается встречаться, кто-то отделывается общими фразами, кто-то пытается рассказать о страхе, затопившем сегодня их семьи. А этот говорит все. И хотя это не русская речь, чувствую, как прост и бесхитростен его язык. Тогда, 27 февраля 1944 года, в конюшне колхоза имени Берия сожгли его жену и 4 детей. Я был тогда председателем Нашхойского сельсовета. В тот день меня отправили в райцентр по приказу генерала Гвишиани. Было у меня 4 детей, сын и 3 дочерей. Сыну было 8-9 лет. Самой младшей дочери был всего 1 день. Она родилась в день выселения и в тот же день погибла. На следующий день он каким-то образом откопал их и похоронил. А потом еще несколько дней и ночей таскал в наспех открытые ямы другие трупы. Вместе 3 десятками пацанов и стариков, ушедшими в тот день в горы пасти скот. Всего около 700 останков. Потом Абу-Хаджи посадили по универсальной статье. Он жил в Казахстане, завел новую семью, нарожал детей и внуков. И сейчас чистый, опрятный, с улыбкой считает, сколько его прямых родственников погибло за 3 войны. Получилось 14. Родители, сестры, братья, сыновья, дочери. И вот старик начал загибать пальцы за внуков. Из родственников были убиты 8 человек. Их скинули с обрыва, прошив автоматной очередью. По дороге домой в Хайбах я видел настоящий ад. Везде валялись трупы расстрелянных людей. До сих пор перед глазами мертвая женщина, прижавшая к себе трупы 2 детей. Грудного ребенка и другого 2-3 лет. Людей в Хайбах собирали под предлогом, что для стариков, беременных, женщин, детей и вообще немощных будут приготовлены специальные телеги, чтобы везти людей за десятки километров на железнодорожную станцию. Но откуда было знать людям, что они уже были приговорены? Ответственные за проведение депортации люди решили, что они в любом случае не выдержат дороги в Казахстан. И поэтому их решили убить на месте. Вероятно, многие из них расценили это как акт пусть извращенной, но гуманности, если бы не способ казни. В день выселения я был в горах, пас скот. Видел, как загоняли людей в конюшню, обложенную соломой. Облили бензином и подожгли. Слышны были страшные крики. Через некоторое время люди выломали дверь и начали вырываться наружу. Тогда солдаты открыли огонь по ним. И потом все затихло. Утром отец приходит и говорит: вот я вам сейчас ничего не могу привезти. У нас, говорят, там в Хайбахах всех пожгли. Там, говорит, хоронить нечего было. Одни кости там были, говорит. У него 2 брата, 2 сестры, ну, в общем, 5 человек вместе, говорит, они сидели. Я, говорит, этого брата своего узнал, говорит. Ну, у нас обычно готовят это масло субывой, с этим смешанной. У брата, говорит, так в руках было, это кусочек. Руки все погорели, а это так прижатая, говорит, рука была. А в сестре, говорит, я помню, у нее коса была до конца, длинная коса, вот по этой косе. И прямо, говорит, этих 5 мы вместе туда положили. Когда мы камень туда к ним приложили, этот камень, и мне, говорит, так, говорит, тяжело было. Они, говорит, все кости ихные захрустели, говорит, кости, когда камень придавили туда. Сегодня, мне кажется, самым страшным в этой истории, что государству почти удалось скрыть это преступление. Но люди столько лет молчали. Лишь однажды во время хрущевской оттепели они попытались добиться расследования. Свидетелей было много, конечно. Но
подробно, который рядом стоял, это был Мальсагов Джавадин. И он, кстати, написал еще в 1945 году Сталину. За это письмо, которое он написал Сталину об этом преступлении, он был снят с поста зам председателя областного суда, Талдыкурганского областного суда Казахстана, в то время, где он работал, за то, что написал. Ее вызвал начальник НКВД области и сказал, говорит, если еще раз напишешь про эту историю, то потеряешь голову. Никита Сергеевич Хрущев посетил Казахстан в 1956 году. И в оперном театре, когда производилось совещание, ему удалось через охрану, а, кстати, охрана была из НКВД Казахской ССР, а его Мальсагов его знали, и он смог дробиться до Хрущева, пробиться через охрану, чтобы лично вручить ему это письмо. Хрущев его принял, и они долго беседовали с Мальсаговым. И Никита Сергеевич Хрущев спросил, он говорит, вообще, говорит, был шокирован, говорит, Никита Сергеевич Хрущев, говорит, вот этим событием, это самым рассказом. И он его спросил, говорит, вы отдаете отчет, если не подтвердится вот эти ваши изложенные факты? Но люди из прокуратуры, столкнувшись с первыми свидетельствами, были настолько шокированы, что по распоряжению самых высоких инстанций на дело вновь наложили гриф секретности и отправили в закрытый архив. И только Ельцинская революция 1993 года позволила начать попытки сорвать завесу тайны с одной из самых позорных страниц истории страны. Газалоев Бексултан Газмахмадович, он погиб 13 ноября 1943 года. Из селения Хайбах погиб он, на берегу Днестра. В конце 80-х годов раскопали, нашли вот этот труп Газалоева, и там нашли документ. Нохчу, это Нохчу пишется чеченец. Нохчу. Случай гибели сообщите Хайбах. Мать зовут Зана. Он воевал против фашистов, а ее мать сжигали Хайбахи. Раскопки на месте трагедии проводились только один раз, летом 1993 года. Это были лишь пробные, проводимые наугад поиски. Но даже они подтвердили факт геноцида. В конюшне колхоза имени Берия было живьем сожжено несколько сот человек. Но работа до конца доведена не была. Началась Первая Чеченская война. Возбужденная Северокавказской прокуратурой, дело было передано в окружную военную прокуратуру в Ростове, где его вновь положили под сукно. Там она до сих пор находится, это дело, но она дальше развития не получила. Это действительно факт сожжения этих людей, уничтожения это было. Она документально подтверждается и расследованием наших, а даже до нашего расследования она подтвердилась этой комиссией, созданной по указанию Никиты Сергеевича Хрущева. Но трагедия Хайбаха на этом не закончилась. Через полвека ее отголоски материализовались новым преступлением в чеченском селе Самашки. После ссылки жителям аулов Ножхи и Хайбах запретили возвращаться в родные места. Большинство из них осело в селах Рашничу и Гихичу. Но некоторые решили поселиться на равнине, в бывшей казачьей станице, получившей чеченское имя Самашки. Здесь на улицах Степная и Шарипова живут семьи, чьи корни остались в Ножхе и Хайбахе. Эти улицы так и называют Ножхинская. В апреле 1995 года село окружили российские войска. Сторонники генерала Дудаева, засевшие в Самашках, отказались сложить оружие, и тогда начался штурм. Выходя на улицу, видели, как село окружают. Подходят войска. Уже 5-го ночи, да? Где-то 5-я на ночь, уже сзади у нас поле везде, уже было видно, что везде они уже окапываются. 4 часа Романов обещал, уже начнет штурм села. Мы в Сирноводске ждем этих. Ровно без 24 первые пушечные залпы на село пошли. Мы же оттуда видим. Со всех сторон начали обстреливать. Шел обстрел, а потом тысячами зашли сюда и вытворяли. Поставили женщин, слушай, поймали ее. Вперед БТРы сзади идут, а женщин вперед гонят, чтобы их там не стреляли или еще что. Настоящий геноцид был.
Отец Ризвана Абдурахман Дуриев, старейшина села, он пережил Хайбах, хоронил сожженных в конюшне земляков, отбыл ссылку, вернулся и основал в Самашках новый дом. Его школьный друг Амин Бунхоев поселился на соседней улице. Биографии стариков схожи, словно написаны под копирку. Кроме одного момента. Дуриевы в апреле 92 года уехали из села, а Бунхоевы остались. Российские солдаты, ворвавшиеся в дом Амина, сожгли из огнемета на глазах старика жену и двух его дочерей, одна из которых была беременна. Нас бомбили 3 дня подряд, а потом заходили каждому во двор и сжигали. Перед моими глазами сожгли всю мою семью. Меня не подпускали к дому. Сказали: смотри, гад, и запомни, со всеми будет так. Сожгли жену с 2 дочерьми, брата и его жену. Остались только сожженные кости. Посетившие село сразу после штурма правозащитники констатировали, что солдаты заживо сожгли 79 мирных жителей, стариков, беременных женщин, детей. Все до единого из семей, ведущих свои корни из Хайбаха и Ношхи. Аналога нету, наверное, в мире. То, что сейчас творят здесь. Вот на той улице, значит, это все из Хайбаха. Согнали их туда, заживо сожгли. Наверное, лишь одного этого совпадения было бы достаточно, чтобы заподозрить небо в прямом вмешательстве в дела земные. Но есть еще один штрих этой кошмарной мистики. Руководил штурмом Самашек некий полковник Антонов. Когда несколько месяцев спустя командующий российской группировкой в Чечне генерал Романов подорвался на фугасе и стал инвалидом, многочисленные очевидцы из Самашек опознали в генерале того самого полковника Антонова.